конце 2021 года решением Кабинета министров Кыргызской Республики создано открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» со 100% участием государства в его уставном капитале, который составляет 1 миллиард сомов. Цель открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» – создание новых рабочих мест путем открытия или возобновления простаивающих предприятий, заводов и цехов. За год с небольшим под руководством Джарасула Абдураимова, президента ОАО «Кыргызиндустрия», было реализовано 19 проектов. Для увеличения международных и внутренних грузоперевозок открытым акционерным обществом «Кыргызиндустрия» были созданы транспортно-логистические компании «Кыргызчеттранс» и «Кыргызчеттрансош». В южном регионе была построена логистическая автобаза, где созданы все необходимые для обслуживания транспорта боксы. Это заправочные станции, сварочный цех, автомойка и даже боксы технического обслуживания. На сегодняшний день в «Кыргызчеттрансош» приобретено 10 новых большегрузных машин. А компания «Кыргызчеттранс» расположена в Чуйской области. Здесь отремонтирована существующая автобаза, а также приобретено 5 большегрузных автомашин. Стоит отметить, что все 15 контейнеровозов будут работать в южном и северном регионах. Также одним из перспективных и, скорее всего, прогрессивных проектов можно считать возрождение предприятия по производству лейкопластырей BK Medicare. На сегодняшний день компания является единственной в Кыргызстане по своему профилю. Компания при производстве использует южнокорейские технологии, которые отлично зарекомендовали себя на международном рынке и отвечают всем современным требованиям качества. ОСО «Кыргызтамирмык», являющаяся дочерней компанией открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия», производит крепежные изделия, такие как гвозди, саморезы, вязальная и колючая проволока. Для изготовления гвоздей компания использует низкоуглеродистую термическую необработанную проволоку общего назначения, именуемая в народе черной сталью. В день ОСО «Кыргызтамирмык» выпускает около 7 тонн качественных гвоздей. На первых порах компания создала более 15 рабочих мест. Однако при полной реализации проекта «Кыргызтамирмык» работой здесь будут обеспечены около 200 человек. Также открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» профинансировало один из простаивающих кирпичных заводов. ОСО «Кыргызкыш» частично решает вопросы трудоустройства жителей регионов, а также призвано оказывать содействие при строительстве детских садов и школ в регионе. Проект был запущен в мае прошлого года и обеспечил работу около 40 человек. В год предприятие производит 4 миллиона кирпичей. Предприятие по производству кирпичей использует экологически чистое сырье, глину, без добавок, что влияет на повышенное качество продукции, как отмечают потребители. Также открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» реализует проект «Кыргызэлектроника». Компания будет производить и собирать принтеры и прочие многофункциональные устройства под брендом Phantom. ОСО «Кыргызэлектроника» будет расположена на 3-м этаже 16-го цеха Бишкекского штамповочного завода. Силами открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» был проведен ремонт. Раньше это помещение было в аварийном состоянии. В Кыргызстане легкая промышленность, особенно швейная отрасль, является одной из самых популярных, из-за чего швейная фурнитура, пуговицы, молнии, застежки экспортируются из других стран, преимущественно из Китая. Так, по оценке экспертов, ежегодно импорт пуговиц составляет около 10 миллионов долларов США. В целях обеспечения импортозамещения была создана компания по производству пуговиц и разных видов застежек молний «Кыргызтопчо». У компании амбициозные планы. Планируется в год продавать по 10 миллионов штук пуговиц и 12 миллионов метров застежек молнии. Компания расположена в цехе номер 16 государственного предприятия Бишкекский штамповочный завод, бывший завод имени Ленина. Этот цех, как и многие другие, простаивал с момента распада Советского Союза. Силами открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» проведены ремонтные работы и закуплено необходимое оборудование для запуска этого проекта. В производственной части цеха номер 16 расположена компания ОСО «Кыргызбетонкурулуш». Компания будет производить домостроительные панели несъемной опалубки. Здесь будет применяться итальянские технологии и оборудование. В настоящее время оборудование привезено, и в скором времени компания начнет работать. Предполагаемый объем производства составит более 400 тысяч квадратных метров бетонных панелей.
Отметим, ранее место, где расположен цех компании «Кыргызбетон-Курулуш», находилось в аварийном состоянии. Подготовка производственной части была проведена основательная, в несколько слоев был покрыт бетон, как того требует техрегламент. В целях развития легкой промышленности открытым акционерным обществом «Кыргызиндустрия» была создана компания по пошиву верхней мужской и женской одежды «Кыргызстиль». Компания активно заработала в сентябре 2022 года и уже сейчас экспортирует свою продукцию в соседние страны. В ОСО «Кыргызстиль» создано более 30 рабочих мест. В перспективе планируется увеличить количество рабочих мест до 100. Под брендом «Кыргызстиль» будут открыты и специальные бутики в Бишкеке, а затем за пределами страны, что позволит увеличить количество рабочих мест в разы. В целях развития регионов и целевого использования природных ресурсов в Джалабадской области под эгидой ОАО «Кыргызиндустрия» работает компания «Койгалма». Компания занимается фильтрацией, хранением, розливом и транспортировкой родниковой воды, вытекающей из горы Баба-Шата, расположенной на территории аильного аймака Кызылымкур. За короткий период времени компания смогла добиться больших успехов и заработать на полную мощность. В открытом акционерном обществе «Кыргызиндустрия» имеется проект по строительству малой ГЭС ОСО Алай-Барстаре с установленной мощностью 1260 кВт. Створ для строительства малой ГЭС Асхалучат расположен на реке Гульча в Алайском районе Ошской области. Работа двух агрегатов будет осуществляться в период с апреля по октябрь с максимальным расходом воды через турбины. Производство и переработка сельхозпродукции – неотъемлемая часть развития современной экономики. Предприятие по производству сухофруктов и сублимированных продуктов ОСО «Кыргызбахча» – одно из таких проектов. Целесообразность этого проекта определяется потребностью местных фермеров в организованном сбыте и переработке выращиваемой ими сельскохозяйственной продукции, а именно фруктов и ягод. В настоящее время ОСО «Кыргызбахча» занимается переработкой натуральных фруктов и овощей, выращенных в Кыргызстане, с использованием высокотехнологичного сушильного оборудования в соответствии с международными стандартами безопасности пищевых продуктов и здоровья. Компания обеспечила постоянной работой около 15 человек на предприятии, а с учетом численности сельхозпроизводителей, с которыми сотрудничает компания, то работой обеспечены более 1000 человек. После запуска завода работой только на предприятии будут обеспечены около 400 человек. 95% готовой продукции экспортируются в зарубежные страны. Также в скором времени в Кыргызстане будет создано предприятие по производству фарфоровых изделий под брендом «Кыргызфарфор». Месторождение по добыче фарфорового камня Учкурт расположено в 63 километрах от города Ташкумыр в Джалабадской области. Производство фарфоровых изделий при условии вложения инвестиций более чем в $6 миллионов США в год будет приносить прибыль в $16 миллионов США. Открытое акционерное общество реализовало еще один перспективный проект. Создано ОСО «Кыргызпластик» по производству ПВХ-труб, пользующихся спросом на рынке коммуникационных изделий. Благодаря поддержке открытого акционерного общества «Кыргызиндустрия» компанией было закуплено сырье, обновлено оборудование. Компания обеспечила работой около 25 человек. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих мест до 50. Предполагаемый объем производства составляет 1800 тонн в год. ОСО «Кыргызпластик» расположена на территории СС Бишкек. Также открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» реализует проект ОСО «Джемишкампа». Овощехранилище представляет собой стационарное помещение, способное вмещать в себя несколько тонн продукции, которая хранится в нем до момента реализации. Еще одним из энергетических проектов, реализуемых ОАО «Кыргызиндустрия», является проект «Шумкарэнерго». Основная цель малой гидроэлектростанции – это выработка электрической энергии путем преобразования энергии воды в электрическую энергию через гидрогенератор. Малый ГЭС имеет ряд преимуществ перед крупными ГЭС, а именно короткие сроки строительства, не требуют больших финансовых затрат, а также не наносят ущерб природе. Выработка электроэнергии составит 7,8 миллиона киловатт-часов. Основным покупателем будет являться ОАО «Восток Электро» по тарифу 3,276 сома за киловатт-час на весь период окупаемости. Соответственно, годовая выручка от продажи электроэнергии составит более 25 миллионов сомов. В целях развития строительной отрасли открытое акционерное общество «Кыргызиндустрия» реализовало проект ОСО «Кыргызкерамзит».
Компания будет заниматься производством строительных материалов из керамзита. Следует отметить, что раньше завод по производству керамзита находился в городе Балыкчи Сыкульской области. В 2022 году завод был дислоцирован в село Беловодское Чуйской области, так как запасы сырья для производства и изготовления керамзита находятся в ущелье Аксу в 30 километрах от места расположения завода. В целях продвижения отечественного бренда в области мультипликационного кино и анимационной рекламы на международном рынке была создана компания ОССО «Кыргызанимация». ОССО «Кыргызанимация» – это универсальный проект, производящий цифровой продукт с использованием современных технологий. Главной целью является возрождение и популяризация кыргызской анимации, а также развитие кыргызского языка. Компания была создана в октябре 2022 года. В настоящее время проводится организационная работа по созданию контента и разработке маркетинговой стратегии. В соответствии с указом президента Кыргызской Республики о совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике, открытое акционерное общество «Кыргыз-Индустрия» создало авиакомпанию «Кыргыз Airways». Название авиакомпании было избрано с целью дальнейшего раскручивания бренда национального авиаперевозчика страны. Гражданская авиация способствует развитию таких ключевых ветвей экономики страны, как туризм и торговля, путем привлечения значительных инвестиций в экономику Кыргызстана, что делает эту отрасль достаточно привлекательной при взаимодействии республики с другими государствами в экономической сфере. На сегодняшний день открытое акционерное общество «Кыргыз-Индустрия» занимается реализацией еще 30 перспективных проектов.